Общая площадь 28 гектаров, 11 отдадут под теплицы. Это 2 крупных корпуса со своей котельной и системой электроснабжения. Подрядчик уже готов приступить к забивке свай. Понадобится их почти 4000. После проведения геологических исследований выяснилось, грунт здесь неоднородный. Здесь одна часть у нас есть как бы немножко заболоченная местность. Там сделана как бы выторфовка, возмещение земли хорошим грунтом и никак не отразится. Нулевой цикл строительства планируют завершить к марту. Уже весной следующего года начнут завозить оборудование. Летом его смонтируют и запустят свой энергоцентр. В 2018-м же тепличный комплекс и начнет работать. Правда, пока не на полную мощность. Мы не подгоняем подрядчика, мы не подгоняем, они сами берут такие амбициозные планы. Нам остается только подключиться и помогать в этом деле и совместно отработать. И в планах до конца года получить уже первые помидоры, первые огурцы. Конечно, планы грандиозные, я скажу, грандиозные. Они необъятные, на мой взгляд, вот так, на первый взгляд, но тем не менее, вроде реально мы двигаемся и надеюсь, что мы эти планы реализуем. Понятно, что в северных условиях выращивать овощи удовольствие дорогое, но соседство с Сосногорской ТЭЦ технологию значительно удешевит. Это, пожалуй, один из главных плюсов нашего будущего агропроекта. А ведь за деньги инвестора была серьезная конкуренция. Первоначально в качестве региона для строительства рассматривали 4 субъекта. Но мы оказались на шаг впереди. Власти республики действовали строго, по согласованной дорожной карте и оперативно решали все рабочие вопросы. Мы, чиновники, должны бегать за инвесторами. Это абсолютно нормально. Мне кажется, самая позитивная позиция. То есть мы должны всячески способствовать тому, кто бы пришел с любой идеей, реализовывать ее на территории республики. Вот первая ласточка, что называется, из всех наших ранее запланированных проектов, из подписанных соглашений, уже конкретно, вы сегодня видели, первая свая забита, проект прошел соответствующую экспертизу. Экологически чистая продукция, 250 новых рабочих мест и стабильные налоговые поступления. Для Сосногорска этот агропромышленный проект открывает большие перспективы. А главное, местные власти доказали, для создания привлекательного инвестиционного климата сегодня район готов много сделать. Действительно очень масштабный проект для района, с учетом того, что создается столько рабочих мест, и с учетом того, что в муниципалитет, в район заходят такие вот инвесторы с очень серьезными деньгами и с очень серьезными намерениями. Кадровый вопрос начали решать уже сегодня. Кинули клич выпускникам аграрных вузов по всей стране. Готовить кадры будут и в нашем агропромышленном техникуме, но для запуска тепличного комплекса нужны готовые и при этом профессиональные агрономы. Если мы таких специалистов не найдем, то нам, естественно, придется искать их в других регионах, звать сюда на работу, создавать привлекательные условия, да, совместно с Министерством сельского хозяйства, совместно с администрацией муниципального района Сосногорск, и создавать для них такие условия, при которых им будет здесь комфортно работать, и они решат поехать сюда надолго. Молодым специалистам региональный Минсельхоз поможет подъемными, но это вопрос будущего. А пока профильное ведомство подтвердило готовность субсидировать строительство тепличного комплекса. 150 миллионов рублей выделят из регионального бюджета, еще 350 из федерального. Одобрила Москва и открытие льготной линии кредитования. А значит, финансовые вопросы тормозить строительство не будут точно. Виктория Палкина, Василий Янин, телеканал Юрган, Сосногорск.